Я взял структуру протонов двух, провел расчеты, и эта зависимость точно получилась такая, как экспериментально люди получали. Вот суть фактически моей последней работы. С присущим ему вдохновением автор 35 работ по изучению электричества, лауреат на Нобелевскую премию в 2015 году, абхазский ученый-физик Расим Камля раскрывает секреты своего нового научного прорыва. Вокруг стопки научных книг и журналов, кипы бумаг, компьютер, факс. В этом кабинете рождаются настоящие научные открытия, над одним из которых ученый работал более 7 лет. Будучи на 5-й международной конференции по физике в Лондоне, с которой ученый вернулся совсем недавно, он не только успешно выступил с научным докладом, но и был замечен редакцией одного из престижных международных научных журналов. После конференции сразу начали поступать письма от 2 американских журналов «Химия и фармацевтика. Фармацевтические исследования» и второй журнал «Достижения в области теоретической и вычислительной физики». С просьбой, значит, расширенный доклад направить им с тем, что они будут публиковать. Ну вот, в один из них я послал статью, и уже, значит, они прислали письмо и оттиск статьи, что принято к публикации. Американский научный журнал «Достижения в области теоретической и вычислительной физики» – одно из авторитетных изданий, которое публикует статьи известных ученых со всего мира. Нашему ученому удалось раскрыть и описать взаимодействие нейтронов и дейтронов, одного из 4 фундаментальных в физике. У Расима Камля множество публикаций в различных иностранных научных журналах. И немаловажно, что во всех изданиях упомянуто, что автор из Абхазского государственного университета. Все эти работы я делал здесь, в Сухуми, в Абхазии. Я уже ставлю вопрос о том, чтобы вот эти открытия были бы зарегистрированы у нас в Абхазии. Они сделаны здесь. Помимо доклада по своему профилю на конференции, Расим Камля много рассказывал об Абхазии, чем вызвал большой интерес у представителей мирового ученого сообщества. Кроме того, Расима Камля уже ждут и на других научных мероприятиях. Они сейчас приглашают на Мадридскую международную конференцию в декабре месяце. Там они не просят даже доклад, просто как почетный делегат приезжайте, они хотят общаться. Вот. Со мной. И поэтому пригласили. А на этой конференции я встретился с одним делегатом, который говорит о том, что я уже вас приглашаю на итальянскую конференцию в мае месяце. Там будут очень солидные физики, и надо выступить там. По мнению абхазского ученого, в природе нет аномалий, есть лишь малоизученные области. Если существует какая-то загадка, ее нужно изучать, и тогда рано или поздно для нее обязательно отыщется научное объяснение. Эсма Гуладзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.